Друзья, всем доброго времени суток. Софишку уложила спать, думаю, быстро обзор покажу вам. Что купила. Ну, во-первых, пакетов набрали сегодня от души, потому что нужны хорошие пакеты для когда собираем посылки. То нужны хорошие пакеты. Пакетов купили. Так, дальше. Сейчас положу в холодильник по пакетам. Вот курица настоящая, ну в смысле домашние куры. Вот отдельно потроха продаются, там вот эти вот ляшечки вот эти, ну все, короче, разделанные. Хочешь целиком курицу, хочешь там вот эти вот желудочки, печень отдельно, ну в курсе, да. Вот я на супчике взяла вот таких вот. Вот дальше. Сейчас, секунда. Короче говоря, 3 такие громадные курицы. Одна 650 рублей стоит. Домашние. Хорошие курочки. Там на головушке отдели мясо. На так. Мясо в соусе жарить, запекать в духовке. Ну, в общем, нужно их, как говорится, переработать сейчас. Здесь тут разного винограда брала, но мы уже хорошо покушали его. Разный виноград, короче говоря. Сейчас все это буду убирать. Так, значит, фру-йогурт, чудо-йогурт. Да, ну, как говорится, да. Конфеток таких люблю, Нева, очень хорошие, не свежайшие, ящики прям при мне открывали свеженькие конфеты, я люблю брать все свежее. Так, масло топленое бабушкино, очень хорошее. Так, пачка соли, пачка соды. А то мы кинули сделать вам, хотели показать обзор, точнее показать, как мы делаем вот ингаляцию, вот это вот народное лечение от коронавируса, ну, от болезней таких связанных с кашлем, с горлом, короче говоря. Так, девчат, бутылку масла домашнего, чисто там салаты делаем, и может что закрыть нужно будет, посмотрим. Так, взяла пачку гороха, не целого, а половинки. Вот, колбасу вот такую, вот эта колбаса, она говядина, она что-то вышла на 700 рублей. Вот так вот целая. Ну, это надолго хватит. Так, це що? Печенье, сейчас, секунду. Когда сидит такой обзор, я не люблю. Я люблю, чтобы все хорошо было. Печенька вот такое наисвежайшее. Далее яблочки. Капуста. Головка капусты. Сюда тоже же яблоки двух сортов. Мне тоже. Яблоки, девчат, 2 сортов. Купили хорошие яблоки. Прям отличные. Так, это 2 пачки Яшкина с лимоном. Мне очень нравится. И всем нам с лимончиком. Так, здесь болгарский перец. И такой, и такой. Зеленый есть. И красный. Ну, там на борщи, на супы, на такое. Это все разделаем и по холодильнику. В прозрачных пакетах. Я терпеть не могу эти черные пакеты. Все я люблю в прозрачных пакетах. Но все это мы сделаем. Ну, тут несколько пачек. Кофе. Ты не пробовал кофе? Это хорошо. Несколько пачек Big Bon. Как всегда, девчат. Морковки взяла.
Картошка, это у нас пакет разорвался, поэтому некоторую картошку сюда покидали. Картошки я больше не сетку взяла, а большой, пока у нас есть большую такую сумку, ну, BMW пакет, скажем так, полный. Баклажанчики. Там Анжелика сказала, запекать будут в духовке, там как-то, не знаю. Не интересовалась. Короче, мы будем за этим наблюдать. Так, Анжелика, открой мне, пожалуйста, пакетик, будь так любезна. Потом это все нужно вынести. Угу. А домашний, да? Нет, это творог и сметана, девочки. 700 грамм сметана и творог. Домашняя. У нас Софишка любит. Это вот самое полезное. Творог. Все чистенько, аккуратненько. Такие женщины. Вообще порядочек такой в павильоне. Все чистенько. Все такие опрятные. Чистенькие вообще. Вот. Что? А я еще, знаете, что купила? Знаете, что я еще купила? Еще там колбаска есть, но мы ее уже начали, она в холодильнике лежит. А я еще купила, я покажу, Софишке вещи. Что там еще в коридоре у нас, кроме картошки осталось? Есть что-нибудь еще? Морковка. Что-либо? Морковка в чем, да? В общем, курочек, это все нужно сегодня разделать. Сметану, творог в холодильник. Морковку, все это пока в коридор. Завтра. И у меня трехслойный. В коридоре, где прищепки. Хазморковка, лук, картошка, все положить. И нормально будет. Нормальный ход будет. Софишка купила классную шапочку. Куртку купила осеннюю классную, тоже покажу вам. И шартеля купила. Ей такие тепленькие панталончики в школу, чтобы не холодно было. Вот. Сейчас туда виноград. А, еще вот этот кизил же я купила, ведро. Где он? Девчат, кизил купила, ведро. Что покушать, банки. Ну, он еще сезон, его еще не закончился. Я хочу компотика сделать. Просто, знаете что, я бы сегодня взяла побольше, даже ящик. У нас нету сахара. У нас дома нету сахара именно на компоты. Так-то есть сахар, но надо большой мешок купить сахара. Но в машину некуда было класть, потому что мы с товаром ехали. Вот, и то накупили, представьте, и то, учитывая все это. Потому что багажник брали в этот раз на машину. Вот кизил очень вкусно. Сейчас сезон прям вообще, по-моему, 1000 рублей ведро. А ящик 1000 с чем-то. В ящике 2 ведра. Она говорит, бери ящик. Я говорю, да я зато уезжаю за товаром, мне некогда с этим возиться. Если бы у меня было время, я бы, говорю, взяла. Ну, в общем, взяла пока, думаю, так поесть на несколько банок, чтобы наелись. Это очень полезно. Нужно кушать. Понятно, дети? Кушайте. Лука-сеточку купила еще. Девчат, лука-сетку, морковку. Ну, видите, пакет разорвался, поэтому картошка везде. А, лука вот такую сеточку купила, бо у нас ще є трохи. И это, бурячка купила, маленький буряк. Такой, знаете, чисто на борщ. Борщ, когда варим, на борщ буряка. Много не беру, он быстро мягкий становится. Всегда бываем на рынке, свеженького купить в любой момент. Лука тоже беру по сеточке, потому что вот эти перья начинают расти, но тепло было, поэтому по сеточке брать. Конечно, если брать большой мешок картошки и лука тоже сетку, то это, конечно же, намного выгоднее. Но это туда чуть позже возьмем. Пока что, пока тепло, быстро это все как бы пропадает, бурячок становится мягким. Ну, вообще, мы будем брать буряк, морковку, натирать и в холодильник обязательно. Это очень удобно, зимой достал. Каждый раз тут это вымазывать, доска, это все тереть, терка, все красное, грязное, это все. Поэтому, ну, вот так вот. Картошечка. 25 рублей килограмм стоит. Лук не помню, остальное не помню, сколько стоит. В общем, завтра все это поскладываем, сегодня уже поздно. Вот такие вот дела, девчат. Девчата, у нас время 3 час ночи. Вот только разделались с курями. Ну, Анжела с Исханом сейчас этот... Вот представьте, недавно я делала обзор, что мы тюль сняли, что нам не понравилось здесь. Поменяли. Все, эту тюль мы сейчас сняли. Сейчас уже будет через 5 секунд новая. Не понравилось. Мне надоело это, что по краям коричневая.
Все, вы уже увидите кухню уже с другой тюрью. Все, меня, как говорится, надолго не хватило. Мяско все перемыло, пускай оно стекает, обсмолили, все сделали. Сейчас течет водичка по пакетикам, что на галушке, то отдельно, что там на запекать в духовке отдельно. В общем, грудку мы, друзья, используем всегда, знаете, мы на салат ее используем, грудку, и используем ее еще, это, для чего хотела так быстро сказать, и забыл. В сметане, да. Нам нравится вот вообще семье, все нравится такое блюдо. Мелко режем мяско, обжариваем с лучком, с морковочкой, и туда сметаны, хорошей именно, и как в сливочном соусе. И там риску отварить чисто, белого риса, и с подливочкой. Очень вкусно. Ням-ням. Тут же, понимаете, тут надо еще иметь подход. Дети-то мясо. Исхан говядину ест, да. Баранину нет. Анжела вообще ничего не ест. Это мясо она будет есть. Курочку она будет есть. И в салате она ест ее. Но очень-очень мало что ест из мяса. Очень. Что касаемо такого, например, там котлеты, отбивные, или то, что она сама делала, или то, что делала Хадижа или мама. Все. Остальное она есть не будет. Это точно. Вот ей у всех кажется какой-то вкус, какой-то запах, что вот что Хадижа готовит или мама, это она ест хоть закрытыми глазами всегда. Потому что, говорит, у них всегда вкусно пахнет. И вот что мы вместе с ней готовим, и это. У остальных не потому, что чем-то грязью, какой-то слышен запах мяса. Вот ей не нравится, ей слышится запах мяса. Они, говорят, не кладут той специи, чтобы она перебивала запах мяса. Вот в этом, понимаете, в чем прикол. Ладненько, поехали дальше. Друзья, ну пока, в общем, вот так вот, да, вы видите, по краям вот это. Все, ну да, как бы симпатично, ничего, но уже все. Меня надолго не хватило. Та итальянская мне больше нравится. И все. Девчат, ну, в общем, у нас, вы знаете, как всегда, как говорится, не вынесла душа поэта, то у нас скатерть сколько была. А сейчас мы решили, мы купили новую клеенку. Вот она лежит сложена. У нас просто пока генеральная уборка идет. И вот такие листочки, они там разные есть. Анжела, а эти покажи тоже другие, принеси, пожалуйста, какие еще виды. Там еще два вида есть. Квадратненькие такие и кружочки, цветочки тоже покажи. Это вот, знаете, кто не знает, девчат, мало ли, бисмилlah рахмани рахим. Вот так вот на стол кладется. Подтарельники, подтарельницы. Как бы, да? Давай сначала покладу, это покажу. И сверху прозрачную клееночку. И смотрится очень-очень даже, как говорится, ничего. Круглая вот так вот, да? Можно вот такие цветочки кругленькие. Смотрите, девчат. Мы уже, пока все не доставай, не нужно все. Цветочки оставил, еще покажи внизу. Вот, асис гайтин. Все, вот такие вот. Да, девочки. Вот такой набор стоит 1500, 6 штучек в нем. И еще вот такие квадратные. Есть просто кругляши, такие круглые. Есть вот такие, вот смотрите. Тоже классно смотрится. Может, себе их оставим? Хочешь? Такие, или хочешь лепесточки именно? Ну, сейчас посмотрим. Какие лучше. Какие лучше? Ага. Я думаю, что тоже такие, да? Да, это листочки, да. Друзья, как будет красивее. Это все не так надолго, но перемены в нашей жизни, перемен требуют наши сердца. Поэтому как-то так. Можешь лепесточками оставить? Эти у нас уже были как-то раньше часто цветочки. Да? Вот таких у нас Да, не ребят. было. Просто круглые у нас были. Давай пока лепесточки тогда оставим. Ну, давай пока. В общем, девчата, их в комплекте 6 штук. Есть еще с серебром. Но это мы только получили товар, еще не все дома есть. Нужно забирать со склада, ехать. Есть еще серебро, если вдруг кому надо. А, еще вот такие вот есть, вот видишь, кожа змеи, змеиная кожа. У нас такие только круглые. Да, у нас такие же были, только круглые. Тоже, да, очень красиво смотрится. Очень.
Девчат, ну решили вот так вот. Так нам нравится, смотрите. Клееночка толстая. Новая клеенка. Прям толстая. Я хочу сказать, не совсем дешевое это удовольствие, но вы заметили, я меняю очень часто, потому что, ну, я не люблю другого момента. Давай же расстелим красиво и аккуратно, пускай она выравнивается. Я занесла банки, нужно их сейчас помыть и за компотик возьмемся. Закроем компотик. Сейчас смотрите, какая красота. Клееночка новая, блестит. Ой, как этот запах свежей клеенки, чистота. Стол — это лицо женщины. Стол должен всегда сиять красиво. Главное, чтобы он был чистый. Пускай на нем будет простой суп, пускай на нем будет или жареная яичница, но чтобы все, сахарница, соль, перец, ложница, все, чтобы это было, хлебница, чтобы сверкало, чтобы вообще нигде ни капелюшки, никакой грязи не было. Вот это, если там будут стоять наготовленные разные там блюда, а на столе будет срач, вот это все грязное, пальцы заляпанное, некрасивое, это для меня это не будет считаться этой женщиной хозяйкой. Это мое личное, мое мнение. Я не смотрю на то, что сколько наготовлено еды. Я смотрю на порядок на кухне, как чисто, то, чтобы эти места не были заляпанные, вот как, чтобы все было вот это вот идеально чисто. У нас порой тоже вымазывается, и порой чем-то занимаемся. Летом там мы знаем, что у нас это не совсем чистое, но мы стараемся освободиться от делов и потом взяться за это. Я не говорю, что мы там такие прям уж чистюли, прям, не дай бог, но все равно стараемся, вот когда закончить с основными делами, взяться уже тогда за другое. Вот сейчас все, пожалуйста, паласы вычистили, эти у нас чистые, тюли вот чистые повесили. Сейчас эту посуду мы убираем. Так, кстати, мы решили поменять посуду. Ну и что ты можешь сказать? А только от души твое мнение, просто реально. Я думала, что он не справится с пятнами, ты новое привезла. Да, это новинка. Ну это тоже, состав тот же. Очень хорошо, Он делает все, ненужные вещи знаете, стирать. Щеткой горячей воде натерла, да, и оставила так, да? Угу. И пятна ушли, да? Чистила. Это диван тоже можно, да, с ними почистить так? Или пятно, да, и ряд, диван так. Так, еще мы сегодня с Анжеликой хотели посуду, которую мы взяли на праздник, мы хотим ей пользоваться каждый день, да, Джо? Да. Ой, рахюра, видите, называется? Да. Так что, принесешь там, не? Да, сейчас мы вам покажем посуду. Я ее взяла в этом году на праздник Ураза Байрам. И с таким планом, что мы, ну, этот один праздник мы ее использовали. И сразу же мы ее все вымыли. Она как новая. И все в каждый свой ящик. Харерите, Ваник? Важим ясер? Харю. Яц. Мы все, девочки, сложили в ящик после праздника. Все аккуратно. А теперь мы решили, что мы не будем больше это. По-любому в новый дом я куплю новую посуду, поэтому мы этим всем будем пользоваться сейчас. В Германии. Данжо, правильно? Для кого его хранить? В дом я по-любому новый буду брать другую посуду, новую, однозначно. Сейчас мы это все сполоснем и будем мы этим пользоваться. И салфетка, чтобы все на столе было под цвет. Все буквально. Вот такая вечеринка будет. Что его хранить? Нужно жить здесь и сейчас. А на празднике я уже другое посмотрела. Мне уже на празднике хочется другое. Вот соль, перец. А старую посуду, Анжел, всю, можно даже в этот ящик сложить. Все, что не нужно, сложить и вынести ее под навес, скажем так. Пусть стоит. Я вот эту круглую посуду, покажи эти пялочки, поднеси, пожалуйста, будь другом. Да, я вот эти хочу подарить, когда мы поедем. У меня брат и жена, Марина Николаевна. Я планирую ей отвезти. То, что мы сейчас пользуемся, они все целые. Она будет очень рада. Она говорит, Катюха, но они меня называют, у меня же имя Катя было, они называют меня
некоторые родственники до сих пор, ну, потому и Катюха, конечно, привози. Ой, это такое все красивое, с удовольствием будем пользоваться. Ты что, дай эту штучку мне, вот эту. Да. С удовольствием будем пользоваться. Вот смотрите, вот такие блюда. Ой, какая шикарная красота. Вот такие блюда. Ага. Друзья, я еще хотела написать, не написать салатница, а сказать вам. Порой встречаются такие комментарии, знаете, они нас не обижают. Нет, ни в коем случае, там ничего обидного нет. Так жалко Анжелику, все время все чем-то делает, занято. Но, знаете, я вот думаю так. Я всегда прекрасно понимаю, что блогер любой показывает лишь какую-то капелюшечку из своей жизни, да. Много блогер не показывают, да, что-то там личное, вообще совсем личное, что не для прессы, как говорится. Вот. Анжела очень живет нормальной жизнью. Она ходит в салоны, встречается с подругами, ходят они в кинотеатр, в салон ходит Анжела, ну, в кафе часто, да. С девчатами у них это что группа, где парфюм, который занимается, у них там целое общество девочек, которые тоже занимаются тем же. Они встречаются, кто-то делится с другим, какой аромат лучше, какой хуже, что новая новинка с Дубая привезли, что лучше продать, какие ароматы лучше, новинки. Ну, знаете, у нее есть своя страница, и она один раз начала ее вести, бросила. Второй раз, но сейчас она идет к тому, что будет вести ее все-таки. Да, вот. Она как-то, знаете, ну, вот снять красивое видео, все это она может, но вот она стесняется, вот какая-то она стеснительная, знаете, она, ей не нравится, например, свой голос. Я говорю, Анжела, у тебя нормальный голос? Нет, вот, ну вот, как-то она вот стесняется, знаете, своего голоса. Вот, поэтому как-то, если бы у нее хотя бы был свой, ну, вела бы она свой канал, он-то у нее есть. Скорее всего, мы этот канал подарим Софии. София его будет вести. Она уже знает все, она не стесняется, не боится камеры, ни голоса. У нас София в этом плане молодец. Вот, смотрите, такие вот блюда большие. Вот если гости, куда так, под первое, пожалуйста, красиво. Блюдца вот такие. Ну, это подтарельники, там для нарезки, для такого можно использовать тарелочки. Это на 6 персон, девчата. Можно купить и на 12 персон. Вот, вот такие вот, знаете, не видите, какие они. И кружечки я не очень, не люблю сильно большие, как раз хорошие кружки. Вот. Вот такие вот дела. Оставим себе, что его хранить. У меня еще есть к этому всего, я докупала, кто смотрит меня, тот знает. У меня есть еще к ним тортница, фруктница, минажница. В общем, много чего. Вот. Ну, под первое тоже, да, классные тарелочки. Под первое. Вот. Если бы я продолжаю, никак не могу закончить свою тему. Если бы Анжела, ну, снимала все, что происходит, ну, не все она-то не будет показывать там, вот сейчас иду туда, вы бы как бы знали больше. А так, только я куда она ходит, я с ней не хожу. Например, на свидание что не пойду с ней, правильно? Встречу с подружками я тоже не пойду. В салон мы иногда ходим вместе. На рынок поехала, что-то купила. Поехала за товаром. Много чего происходит. Но меня с ней в этот момент нет. То я уехала за товаром, Анжела дома также занимается чем-то своим другим. Я же не могу все это показать, понимаете? Я какие-то 5 минут покажу Анжелу, вы говорите, ой, бедненькая Анжела все время делает. Нет, дела делает, конечно. А что, не делать их? Засраться и жить? Я приезжаю с рынка, когда я даю задание что-то сделать, когда Анжела остается дома, и вот именно сегодня делает дела, я дала какие-то задания, я могу по всем дверям пройтись и вот так проверить, есть пыль или нет, вот так все, посмотреть, как было сделано. Я в этом плане очень нехорошая, может, тетка, не знаю, но я люблю, чтобы порядок. Я сказала Анжела, так, сегодня можешь поехать с подругами, отдохнуть или куда-то. Анжела, так, сегодня нужно, у нас там-то. Ты в курсе, нет, мам, я знаю, да, пожалуйста, Анжела, все. Я захожу, я сразу вижу, что сделали, что не сделали, почему не сделали. Но я хочу, чтобы у меня всегда была чистота. У меня, пока она не выросла, я старалась наводить порядок. Когда я была совсем молодая, я, конечно, много чего не знала.
много где совершала ошибок. Где-то, может, у меня не всегда порядок был, но сейчас я знаю, что... Я, правда, не успеваю все это охватить, слишком много на мне с этой торговлей, но, тем не менее, стараюсь, чтобы все было хорошо. Девчат, сейчас хотела делать компот. Думаю, хоть на 4 банки хватит. А потом я еще докуплю. Ну, банок 15 я хотела такого сделать, компотика. Вот. Очень вкусный получается. Кизил, с него очень вкусный. Прям с кислинкой такой компотик получается. Девчат, сейчас перемою его хорошенько, переберу. Вот. Банки я уже помыла. Стекает водичка. Я еще хочу потом купить. Малина тоже есть, мороженое, много малины. Тоже компотика сделаем, варенье нужно закрыть. И мороженое много у нас, замороженное, то есть, извиняюсь. Кизил называется. Ой, какой вкусный. Какой компотик хороший с них. Девчат, напишите, сколько вы кладете сахара в 100-литровую банку. Я, например, не люблю сладкие компоты. Девчат, у меня вышло 1, 2, 3, 5, 7 баночек. 7 банок вышло. Все. Сейчас сахара, вот такая вот кружка. 250 миллиграмм сахара на одну баночку. И вот классно. Девочки, крышечки прокипятила. Вот. Горячие такие. Ой. Кастрюльки прокипятила минут 5, не больше. И капитально. Сейчас еще на эти баночки закипит у меня. И будем пить компот зимой. Кто будет? Приезжайте в гости. Будем пить компот. Это пока понакрываю крышечку, пускай от банок стоят. Это все уже. Друзья, ну все, первая банка готова. Я ее сначала вот так перевернула хорошенько, хорошенько, чтобы сахар весь растаял, покрутила. И теперь поставлю вверх дном и укутаю теплым. Сейчас все банки. Всего вышло у меня 7 баночек. Кизил. Еще возьму, может, даже ящика. Не очень вкусные бывают. Малины закрою. Кизил, вот это самый такой, мы любим компоты. Такие красные любим компоты. Может быть, с винограда еще закрою. Посмотрим. Компоты закрываю там. Девчат, ну все. Девочки, ну все. 7 баночек готовы. Сейчас я их поставлю на диван, укутаю хорошо. И все будет классно. Будем пить компот зимой. Да, Жо? Девочки, 5 литров. Вот. Еще есть фиолетовый цвет, но он у меня закончился. Фиолетовый, запах сирени. А вот роза, цветы какие-то, в общем, 5 литров, 50 стирок. Это вот ополаскиватели. Видите, сейчас в данный момент в наличии у нас в белом цвете, в розовом, в зеленом, в красном, в голубом. Это 5-литровые. Турция. Да, Софишка хочет вам сегодня показать, сделать обзор. Она сегодня весьма нарядная. Людочки, всем привет. Да, всем привет. А ты локоны не сделала еще? Ну так ты сделаешь. Отпали. Упали. Друзья, я все себе переписала, цены, чтобы мне было проще. Все цены у меня теперь в тетради,
чтобы мне проще было называть, говорить вам во время эфира. Значит так, начинаем. Вот такой вот ополаскиватель. Турция, девочки. 5 литров. Обратите внимание. За аромат, девчата, просто не передать словами. Просто не передать словами. У нас АБЦ. Где у нас? АБЦ 5 литров. Где я смотрела? Так, 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 так. Сейчас найду. Ленор, гранул, колготки, порошок АБЦ жидкий. Антибакс. Так, значит так, девочки, смотрим сюда. Это 1000 рублей. 5 литров. 1000 рублей стоит. Хватает очень надолго. Густой и очень хороший. Смотрите, какой густой. Не жидкий, а густой. Его очень надолго хватит. Очень. Буквально пару пробочек и все. И одна стирка. Пару пробочек, не больше. И будет стоять аромат у вас изумительный. Ой, открыла прям не передать, как пахнет. Очень надолго хватит. Отправляем мы, девочки, транспортной компании тоже. Это выходит намного дешевле. Транспортная компания. Вот такие вот цвета. Они есть в наличии. Да? Дальше у нас идет 2 вот таких вот. Сейчас покажу. Вот такие вот у нас идут для стирки. Именно для белья. Посмотрите, девочки. Для белья. Девочки, 20 в одном. Стиралити. Экологический очиститель. Это просто что-то невероятное. 20 в одном. То есть он что только не делает. В одной пачке, в смысле, 20 разных моментов. Он и стиральную можно, в нем можно и посуду мыть, игрушки детские стирать. Все мыть, ванну, печка, все, что буквально совершенно. На все случаи. И главное, он не экологически чистый очиститель, экологически чистый. Для стиральной машины можно использовать. Любая. У нас Анжела занесла старую кастрюлю. Ну, она не такая старая, но у нее дно очень было зажаренное. В нем жарили вот эти вот орешки, там вот эти вот ушики и так далее. Дно было черное, реально. Она просто посыпала, оно постояло, смыло, как новое просто. Вот просто. У нас в Чечне все сходят с ума по этой вещи, потому что это мебель, если пятна какие-то, на паласе, если какое-то пятно. Анжела, ты что, брала на паласе пятна? Да. С ним чисто, да? Вот здесь после праздников, после того, как дети веселились, тут ужас, что творилось. Анжела очень чисто все почистила. Очень чисто. Это просто, я не знаю, для хозяйки, вот реально, вот сами поймете все. Очень и очень хорошая вещь. Отбеливатели, девчонки. Отбеливатели, вот. То же самое, 1000 рублей. Большие бутылки, вы видите, да? Большие бутылки. Обратите внимание. Вот как ас в бутылках, вот отбеливатель. Это вот такой вот турецкий из серии АБЦ. Вот, отбеливатель у нас тоже 1000 рублей. Вот такая вот вещь для мытья посуды. Это просто что-то невероятное, девочки. Просто что-то невероятное. Я вам честно говорю. Цена та же, 1000 рублей, но экономия, девочки, он густой. А запах какой? Они есть и лимонные, они есть разные. Густой-густой, смотрите, какой густой. Это настолько хватит. Просто возьмете бутылочку, перельете в нее. И, как обычно, берем мы там после фейри такую бутылку и пользуйтесь. Просто капельку на губку капнуть и все. Кстати, губки у нас тоже очень хорошие есть в наличии. Вот на эту губку буквально капельку кидаешь и все. И аромат просто не передать словами. Губки по 150 рублей. Но они двойные, они очень хорошие. Очень хорошие. Значит, вот так вот, девочки, цены на все это я вам рассказала, мои хорошие. Идем дальше. Дальше, девочки, идем. 9-килограммовый порошок АБЦ 1500. Есть еще с запахом лимона. Разные ароматы еще есть в наличии. Просто не все помещается у меня, но просто я говорю, есть запах лимона, есть запах сирени, запах розы. Это все есть. Дальше перец в ведре.
вот этот ведре стоит 1400. Вот такой вот, да? Ведро 1400. А вот у нас ведро 1400. И перец ведро вот такое у нас 1000 рублей. Вот. Вот так выглядит. Смотрите, очень удобно в ведерке. Это тоже все Турция, девочки. Очень хорошие порошки, очень. Вообще, кому удобно, в ведрах тоже классно брать порошок. Хранить, пользоваться. Даже мы можем взять ведро, а потом туда тоже обычный порошок. Если, например, один раз взяли ведро, второй раз такой, в это же ведро высыпать порошок. Я думаю, что я не открыла Америку, но как-то так. Значит, все, на это цены я вам тоже сказала. Очень хороший порошок, девчата, очень хороший. Вот реально говорю вам. Очень-очень хороший порошок. Отстирывает вещи капитально, не подделка. Вы знаете, очень много подделки. Очень много подделки бывает, но вы сами, кто пользуется, уже убедились, что у меня подделки нет. У меня все оригинал, прямая поставка идет с Турции. Дальше, девочки, идем. У нас, значит, теперь идет АБЦ и Перос. У нас есть порошок Перос тоже, есть тоже к нему кондиционер. Вот такой голубой кондиционер, белый Перос, АБЦ в черной бутылке. Девчата, это все Турция. У всех хороший аромат. Просто здесь запах, вот как запах как бы белой сирени идет. Здесь вот такой нежный такой, хотел сказать, розовый запах, нежный такой запах. Но они все, знаете, запах какой-то свежести, нежности. А там уже вам смотреть, что лучше вам выбирать. Вот, значит, АБЦ. Давайте сделаем так, чтобы я сейчас времени не отнимала. Я сейчас обзор сделаю, а потом в конце прочитаю все цены. Хорошо? Чтобы нам зря не тратить время. Правильно? То есть сейчас пока найдешь, оно же все расписано так. И короче, АБЦ у нас идет ополаскиватель. Вот. Очень хороший запах. Дальше, девочки, идет антибакс. Порошок, это жидкий порошок. Он вот это вот для темных вещей, вот это вот для светлых. 3 в одном. Но я что хочу сказать, девочки. Во-первых, хорошо сохраняет цвет одежды. Вот реально говорю. Отзыв, говорю, свой, потому что всем этим я пользовалась. Вот все, что сегодня показываю, этим всем я пользуюсь. Поэтому я привезла то, за что я могу дать вам ответ. За что я точно уверена и знаю, что это очень хорошо. И то, что все оригинал, и то, что все Турция. Все. Давайте договоримся так. Все чистая правда и только правда. Сейчас воды дольет, у нас суп фасолевый варится. Девочки, очень красиво смотрится, согласитесь? Ручки разноцветные, а очень удобная кружечка. Сама по себе очень удобная. Так красиво чай мне смотрится, знаете, даже будь это пакетик или просто, знаете... Анжел, как я утром сегодня, я же нам тоже оставила такие кружки. Лимон положила сюда, дольку, водичкой залила, так красивый вид был. Немножко мяты добавила и лимончик. Кто? Я утром пила сегодня. Да? Так красиво смотрелась в кружке вообще. Вот лимончик дольку кинула и мяту. У нас в огороде растет. И вот нужно обязательно пить, девочки. Обязательно пейте водичку с лимоном. Щелочной баланс. Это очень-очень хорошо. Очень красиво, смотрите. А я хочу беседку поставить там у нас напротив огорода. И там вот чаек, да, пить, Анжела, так? Да. На подносе, раз, и... Вот, пришли папины друзья, Анжела, на подносе кружки несешь, и кружки довольно-таки не очень маленькие, хорошие. Вообще классно. Девочки, вот такая вот тоже хорошая вещь. Коврик и каталка. У нас появились 2 новых цвета. Бежевый еще есть, но бежевый у нас... Кто не принесли, да, бежевый с того дома? Ну ладно, есть еще у нас и бежевый. Очень удобная вещь. Сантиметры, все указано. Если раскатать там конкретно сколько-то сантиметров, все это указано. Обратите внимание. У нас вот, видите,
Сколько чего. Это кукурузные лепешки, это лепешки. Все, хлеб убрали полностью, сами делаем. Пышки на сковородке, в духовке делаем. На улице в печке будем делать. Сейчас под навес переедем. Все наше домашнее. На соде используем только соду и все. Хлеб на дрожжах как можно. Ну, бывает случай там какое-то, может, мероприятие там, или не успели испечь, или что-то как-то. Тогда да, купим, не то, что полностью берем. Ну, насколько это возможно, будет позволять ситуация. Всем привет, людички. О, да. Людички, всем привет. Софишка у нас тут сегодня в эфире, да? Ма, я слышу, что вы говорите. Значит, девочки, вот такие вот коврики у нас в наличии. И белый, в белом цвете есть, бежевый. А Софишка будет пекти? Что она будет пекти? Девочки, вот такой у нас коврик еще на продажу тоже. Они у нас разных цветов есть. Есть вот белый коврик и каталка белая. И остальные цвета я тоже... Ну, все открывать не буду, но просто покажу, какие бывают... Ма, научите меня полностью пышки готовить. Ну, конечно. Анжела, видишь, как научилась печь? И ты будешь пекти, Софишка. Ладно? Ты же хорошая девочка, да? Сейчас под навес переедем, печку как побелим. И давай пекти в печке все. Ага. Ты оденешь это платье чеченское, платок оденешь, и такая хорошая хозяйка будет печь. Я? Да. Значит, девочки, еще такой же рисую размер. красный. Размеры все тоже, да, только красное. И коврик, и каталка. Вот. Красные цвета, да, Софиш? Угу. А голубой цвет. Софиш, принеси вон тебе Хорошо. тоже. Вот Софишка у меня такая девочка хорошая. Да, такая она у меня молодец. Во всем помогает. Вот так положи, Софиш, видишь, как я положила? Первую каталочку положи вот так вот. Угу, вот так. И рядом коврик. Вот на эту сторону, видишь? Вот так вот, девочки. Вот такие коврики у нас тоже есть в наличии, чтобы вы знали. Ма, А, а что у нас еще варится? суп фасолевый, вкусный, Анжела варит. Фасоль. Да, вкусный суп фасолевый. Котлетки пожарим сейчас. Угу. Пышечки спекли. Бургеры Вот, сделаем. вот кукурузные пирожочки сделали. В общем, все пучком, да, Софиш?